В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Аварийное здание школы номер 1 Якутска посетил глава республики Айсен Николаев. В Якутии отметили 5-летие войск Национальной гвардии. Охотники Ленского района поборются в традиционных играх Баянай. Глава региона Айсен Николаев поручил правительству решить вопрос с проблемой здания столичной школы номер 1. Сегодня он вместе с руководством правительства, представителями городской администрации осмотрел пустующее здание Якутского торгово-экономического колледжа и в ближайшее время поручил решить вопрос с ее выкупом и переездом в это здание коллектива школы номер 1. Кроме того, после осмотра основного здания образовательного учреждения поручил правительству в течение месяца решить вопрос либо о сносе здания, либо об его реконструкции. Напомним, здание школы было построено в конце 30-х годов прошлого столетия. Оно устарело и не может отвечать всем обязательным требованиям безопасности. Родители и коллектив школы начали бить тревогу, когда в 2018 году в одном из классов во время учебного процесса произошло обрушение потолочного перекрытия. С созданием школы здесь надо определяться. Здесь есть три варианта. Первый – это сделать ремонт фундаментов по тому проекту, который сегодня есть у главстроя. И дальше здесь обеспечить учебный процесс. Второй подход – это реализовать тот, опять же, проект, который есть у города, но он, правда, еще до конца не сделан. Это здание усилить, ну и поставить к нему еще пристрой. Вот. Ну и третий вариант – это вот это здание снести, старое здание школы, и построить на нем новое здание, но примерно в том же архитектурном стиле сталинского ампира, но уже отвечающее тем требованиям, которые сегодня предъявляются к школе. 5 лет со дня создания войск Национальной гвардии России и 210-летие войск правопорядка отметили в столице региона. На сегодня Федеральная служба войск Нацгвардии по Якутии полностью сформирована. Личный состав территориального органа в полном объеме выполняет поставленные задачи. Сотрудники ОМОН и СОБР обеспечивают безопасность при проведении всех массовых мероприятий и сопровождают спецоперации правоохранительных органов, проводимых на территории республики. Пятилетний период очень много сделано в плане становления структуры как таковой, организация взаимодействия со всеми органами исполнительной власти. Создано управление по республике Саха-Якутия, где на сегодняшний день все задачи, поставленные перед президентом Российской Федерации, перед Росгвардией, решаются в полном объеме. Но на сегодняшний день у нас очень большая укомплектованность. В принципе, по якутскому гарнизону у нас практически нет вакансий. Есть кандидаты, но не все кандидаты проходят отбор, так как там требования и по здоровью, и морально-психологическое состояние граждан. Но мы работаем над этим. Вот видите, у нас созданы классы подшефные, где они уже потенциальные, как говорится, сотрудники, военнослужащие войск Национальной гвардии. 42 новых случая коронавируса выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев, 4 заболевших зарегистрировали в Мирнинском районе, 3 в Усть-Алданском, 2 в Нерюнгринском районе. По одному пациенту с коронавирусом обнаружили в Алданском, Вилюйском, Ленском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Между тем, количество получивших вакцину от коронавируса за сутки достигло 2000 человек. Первый этап процедуры прошли 55 093 якутянина, второй – 31 797 человек. Всего в республику поступило 56 412 доз вакцины, 98,5% которой уже использовано. Тем временем первая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Южно-Сахалинск регулярным рейсом из Москвы в багажном отделении. 150 доз препарата доставили в областную больницу. Будут прививать всех желающих старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин, и после проведения необходимых анализов. «Спутник Лайт» – это облегченный вариант препарата «Спутник Ви» и требует однократного введения. Массовая вакцинация жителей региона от COVID-19 проводится с конца декабря прошлого года, однако «Спутник Лайт» только вводится в оборот.
13 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории введено в Якутии в прошлом году благодаря национальному проекту здравоохранения. Учреждения открылись в труднодоступных населенных пунктах в селе Баханай Жиганского района, в селе Урицкое Алекминского района, в селе Охотский Перевоз Тампонского и селе Юкагир Устьянского районов. Также в рамках нацпроекта в течение года дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета республики, выполнено 287 санитарных вылетов, эвакуировано 413 пациентов. В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса введена вертолетная площадка, до которой от центральной районной больницы автомобиль скорой помощи доезжает за 15 минут. К другим темам. Для алданских коммунальщиков нынешняя зима была непростой. Непривычно низкие температуры, а также не всегда качественный уголь привели к сбою в работе котельных. Но специалисты справились с проблемой в рабочем порядке, рассказывает Руслан Павлов. Календарная зима испытала местных коммунальщиков на прочность. Суровые морозы, порой задержки по поставкам угля, несколько раз подводили работу теплоцентралей на грань фола. Однако работники основного поставщика тепла в районе, общество «Теплоэнергосервис», справились с трудностями. Было разное качество угля, то есть разные угли, и у них разное качество горения. То есть один уголь дает больше шлака, другой меньше шлака. Один теплоотдачу, то есть один не горит вообще, бывает не горит. Вот. А если там смешивать приходилось, в основном, да, качество угля очень много зависит для работы котельной. Весна принесла потепление, а инженерный состав теплоэнергосервиса уже обсуждает объемы предстоящей ремонтной программы и подготовку объектов к новому отопительному сезону. Сейчас в основном уже готовимся к предстоящему отопительному сезону, то есть к ремонтной программе. Какой она будет? На что будет сделан упор? Упор будет это, конечно же, генерация, котельные, тепловые сети, водоснабжение, то есть, все, по-другому никак. Отопительный сезон 2021-2022 годов последний для теплоэнергосервиса. В мае будущего года заканчивается концессия, но поставщик тепла намерен продолжить работу на территории Алданского района. Оно на сегодняшний день рассматривается. Каким оно будет, то есть пока тут все это на рассмотрение. Сейчас сложно ответить и что-то сказать. Кроме того, район продолжает работу по реализации программы «Чистая вода», что дает перспективы не только для обновления коммунальной инфраструктуры, но и новый фронт работ для теплоэнергосервиса. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн. Численность занятых в угольной отрасли республики в 2024 году вырастет в 2 раза до 21 тысячи человек, а налоговые поступления в 6 раз до 40 миллиардов рублей. По данным Минпромгеологии республики, с 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объемы также возрастут вдвое до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти на уровень до 80 миллионов тонн. Власти республики рассчитывают увеличить показатели по добыче угля уже к сентябрю этого года за счет угледобывающих компаний «Колмар» и «Эльга-Уголь». Алроса готовится к расширению и углублению карьера Нюрбинский. В карьере, а он находится на производственной площадке в Накыне, компания добывает четверть всех алмазов. Карьер за годы достиг в длину 1,5 километра, а в ширину 1200 метров. Но чтобы глубже забирать руду, таких размеров сейчас не хватает, поэтому и понадобилась реконструкция. Роман Муконин с подробностями. Всем готовность. Проводим взрывные работы. Взрывать породу – ювелирная работа. Важен точный расчет, чтобы направить заряд в нужную сторону. За 9 лет у Дениса Собянина не было ни одного промаха. Сотрудник Нюрбинского ГОКа сотрясает Накын 2 раза в неделю. Зрелище, конечно, эффектное. В этот раз в карьере сделали 2 взрыва. Успешно. Теперь работы остановят на сутки. Спускаться опасно для жизни. Едкому дыму нужно рассеяться. У нас взрывался на горизонте 250 вскрышной блок. И внизу для выполнения плана по алмазодобыче взрывали рудный блок на глубине 405 метров примерно. Взрывчатого ВВ использовано в количестве 100 тонн.
На следующий день на глубине 422 метра снова идет работа. Водителям предстоит вывести 30 тысяч кубометров пустой породы и доставить на склад почти в 5 раз больше алмазоносной руды. Времени у горняков немного. В течение нескольких месяцев предстоит добыть еще порядка 500 000 тонн руды. А после окончания работ в карьере начнется реконструкция. Реконструкция карьера предназначена для того, чтобы расширить чашу карьера и обеспечить возможность поднятия руды технологическим транспортом. После того, когда мы после реконструкции откроем карьер в 2025 году, добыча руды будет вестись безостановочно до 1937 года. Сейчас кимберлит копят на складах. Эти запасы, в том числе и руду с соседней трубки Бутовбинской, фабрика будет обрабатывать 4 года, пока в обновленном карьере Нюрбинский снова не начнется добыча алмазов. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Охотники Ленского района поборются за звание «Лучший». 3 апреля в селе Натора пройдут 8-е традиционные игры «Баянай». Принять участие в них могут мужчины от 18 лет, имеющие охотничий билет. Побороться соперникам предстоит в сборке и разборке ружья, в пробитии лунки на скорость и в прохождении эстафеты. В этом году количество участников в команде увеличили от 8 до 14 человек. Чемпионат республики по армрестлингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Якутске. Кто оказался сильнее всех, расскажут наши коллеги. Несмотря на незначительный срок развития, армрестлинг в республике пользуется большой популярностью. Если бы не пандемия, участников собралось бы гораздо много, как в предыдущих чемпионатах. Но участники показали качественную борьбу. Спортсмены пришли подготовленные, на специально оборудованной стойке армрестлеры подходят с норовисто, ведут поединки сознанием дела. Наша задача, как Федерация армрестлинга республики, она состоит в том, чтобы на следующий год мы увидели наших представителей на чемпионате России. Поединки прошли скоротечно, эмоционально. Успеха добились более опытные армрестлеры, участники охотно делились впечатлениями. Участие в таких соревнованиях дает мне стимул. Каждый раз хочется улучшить свой результат, тренироваться. Мне все очень нравится. Спортсмен-универсал Ренат Жангиров из поселка Максагалох Хангаласского района показывает яркий пример от занятий спортом. Чемпион республики по пауэрлифтингу оказался сильнее и в армспорте. Это силовой вид спорта. То есть силовой вид спорта подходит больше, как по мне нравятся такие виды спорта. То есть раньше я занимался дзюдо-самбо до травмы. После травмы у меня пропала возможность заниматься этим видом спорта. Вот выбрал силовые. Сильнейшие отобраны в состав сборной команды республики для поездки на чемпионат России. Василий Посельский, телевидение НВК Саха, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите здоровье.